также представлены материалы с лучшими практиками по профилактике, борьбе с домашним насилием. Ну, такого плана. Значит, запрашиваемая сумма 200 тысяч, общая сумма данного проекта 250 тысяч. Светлана, на что запрашивается? На создать? На что? На что запрашивается? Запрашиваемая сумма это трудовые, прочие расходы, немножко разработка документации. Ну, трудовой затрат, я так понимаю, что это тех, не самой Алены Алексеевой, а тех людей, которые привлекаются к работе, ну, специалисты, которые привлекаются к работе в рамках этого сайта. А кем будет обеспечиваться техническое содержание? Вопрос, у меня вопрос, да, вот, кстати, когда вот в августе был форум неравнодушных горожан, и там Алена представляла как раз свой проект, там сразу возникла такая рекомендация, что почему в таких случаях, когда вот речь идет о создании сайта, да, размещении на нем консультационной какой-то информации, да, почему бы не использовать уже наши действующие сайты, например, вот сайт Торчи, там достаточно, ну, скажем так, места, и есть там специалисты, которые могли бы тоже вот объединиться вокруг этой идеи, и, может быть, так было бы эффективнее, чем это будет отдельный сайт, который надо продвигать и так далее. Алексей Сергеевич после ее выступления он ей предложил, чтобы она объединилась, присоединилась к РЧ, к Лиге женщин, те, которые занимаются этим вопросом, конечно, и профессиональном уровне. Я это очень поддерживала. Ну, это как бы это как одна часть вот работы именно выступления и общения через центр Торчи, это как бы уже сделали. А здесь еще создание сайта. Алена Алексеевна сейчас у нас на связи мужской, она является зрителем прямого эфира, и она поясняет, что идет оплата на оплату психологов и консультантов. Да, я говорю, те специалисты, которые привлекаются профессионалов, тех, кто занимается зрители жалуются на звук, просьба микрофон говорит. Зрители жалуются очень сильно на звук, что не слышно. А это, Алена, если слышите, здравствуйте, а эти люди, они уже как-то у вас переквалифицированы, это какие-то особые специалисты, или это могут быть все-таки специалисты, которые уже сейчас вот в сфере торчит там уже находятся? Прямая трансляция идет с опозданием минуту, но я думаю, что она ответит, услышит. Я понял, что Алена Васильевна у нас не является специалистом по психологии. Ну, она же автор проекта, причем координатор, автор этого проекта. Поэтому она и привлекает специалистов, то есть дублирование, мне кажется. Если речь идет, получается, об оплате труда, то есть Алена сказала, да, то есть получается, что сумма-то маленькая. Это же на год получается, правильно? Я думаю, что здесь речь Алена будет повторить вопрос, так как она не расслышала. Может быть, я единственное, может еще раз? Ну да, просто я вот хотела уточнить, это какие-то уже конкретные специалисты, с которыми она работает, или это возможно в рамках какого-то волонтерства специалистов, людей, которые в Торчи уже сотрудничают? грубо говоря, взять эту идею, да, и ее просто реализовать в другом формате. Коллеги, еще какие будут мнения? К сожалению, тема домашнего насилия, она действительно все актуальнее, все больше. Эти все соглашаются, с этим процессом никто не спорит. Я думаю, что и сегодня профессиональных специалистов не так много, которые профессионально занимаются этой темой. Юрий Николаевич, Ответ от Алены Алексеевой, давайте зачитаем. Психологи, которые приезжали на круглый стол, есть специалисты из Москвы, есть конкретные специалисты. Президент первый тоже не был профильным специалистом. Первый президент тоже не был профильным специалистом. Видимо, ответ Александра.
твердо. Вообще есть аналоги по России? Ну, да, во многих регионах сейчас вот организуются такие вот центры и так далее. Американцев, там еще каких-то. Ну, такого отдельного конкретно для именно для женщин, которые такую ситуацию попали, нет уже. Потому что интерес к этой теме очень есть. Да? Алена встречалась, вот, и я уже говорила, в центре Торчи, потом вот тот как бы социальный приют вот, для женщин, пострадавших от попавших в трудную жизненную ситуацию, пострадавших от домашнего насилия, там тоже есть определенный контингент. Но здесь-то речь идет о том, что очень многие женщины этот вопрос, даже внешне, казалось бы, благополучные, живущие в таких семьях, они никогда не поднимут этот вопрос вот так прямо глаза в глаза, потому что, ну, в силу там, своих каких-то... Ну, понятно, в этом, наверное, многие считают, что это и стыдно заявлять, да, что тебя, извините, дома там, с тобой издеваются и так далее. И многие, даже, казалось бы, успешные, благополучные женщины страдают от этого, но в рамках общения вот именно через сайт люди, когда не видят друг друга это легче сделать, когда это вот, ну, так скажем, анонимно или под другим именем, не всегда прямо глаза в глаза ты можешь заявить. Какая наша через сайт будет работать, да? Вот Вот этот проект, он речь идет как раз о работе через сайт. То, что она будет работать через социальной гостинице, это как бы мы уже проговорили эти моменты, там уже, ну, скажем, какой-то налаженность. При Министерстве молодежи и семейной политики же есть такой сайт. Еще есть Ну, сайт есть, да, можно говорить. Сайт здесь необходимо, она является также известным блогером, да, и у нее большая как бы, аудитория в социальных сетях, и она вот свою практику не начинала как ну, блогер, да, когда у нее появилась аудитория, она подняла эту тему. А ей необходим сейчас вот этот инструмент как единая площадка, потому что те посты, которые рекомендательные, те обращения к своим подписчикам, они уходят как бы в ленте, да, не аккумулируются где-то. И люди вот постоянно к ней обращаются, и вот сайт она рассматривает именно как площадку, которая помогает женщинам. А как там конкретно вот для семьи работать, они могут уже где? Это же А как мы отчитываться будем о том, что там тот психолог с Москвы был? Нет, сайт касается как бы создаться, да, если его поддерживать, он же будет работать и как бы... У нас есть такие мобильная помощь при Министерстве молодежи, тоже анонимно можно было. Коллеги, ну хорошо, я предлагаю прийти к голосованию. Я думаю, позиция уже важно очень сформировалась. Заявка номер 136 по инициативе Алексея Владимировны Алексеевны по реализации проекта создания сайта психологической помощи. Общей стоимостью 250 тысяч, запрашиваемая сумма бюджета 200 тысяч. Кто за реализацию данного проекта, прошу проголосовать. Раз, два, три, четыре. Кто против? Раз, два, три, четыре. Кто воздержался? Раз, два, три. Я прошу Юрия Ильича. За 4, против 4, воздержались 3. Не проходит. Не проходит.